Ветерану Великой Отечественной Нажмудину Абацаеву 98 лет. Сейчас он уже не видит и не ходит. Заботятся о старике многочисленные потомки. У деда строгий режим питания по часам. Младший сын Адам Абацаев следит за этим. Вот так вот. А в 1942 году еще молодым парнем он попал на фронт в составе 255-го отдельного чечено-ингушского полка, сформированного на базе 114-й кавалерийской дивизии. Рискуя жизнью, Нажмудин Абацаев выполнял долг перед страной, как и миллионы других ребят, ставших на защиту Родины. Он, считай, почти самый младший среди них был. Он до этого служил в армии с 38 по 40. И как раз еще в советско-финском участвовал, он в Ленинградской области служил, в Карелии там. 3,5 года. Вот после служил он в 40 году, вот этот снимок был сделан. Самым кровопролитным сражением 255-го полка была битва под Сталинградом. Уже первый бой легко мог стать для нас последним, вспоминает ветеран. Горстка кавалеристов в окопах на равнине и немногочисленные пехотные роты против тысяч стальных чудовищ под авиабомбами и снарядами дальнобойной артиллерии гитлеровцев. Но наши стояли насмерть. Полк ехал, Тобольская, от полка утро. Сталинград ехать, отсекать. Свой полк, духом бездана, военная. Нажмудин прошел фронт до победы. По возвращении домой в 1946 году Абацаев не нашел ни семьи, ни родных. Его боевые заслуги могли подтвердить однополчане. Только благодаря этому солдат смог получить тогда документы. Он в село Серноводск приехал после войны. Здесь никого, конечно, не было. Их в Грозном собирали, по 10, по 15 человек, там где-то держали. И ваша родина, Казахстан, отправляли. После 1957 года, у кого было там состояние, все могли даже на родину приходить после этих указов. Он только в 1960 году сюда, в Серноводск, приехал. Он там мать нашел, там братья, родственники много умерло. Потом сестру нашел вместе с ними. Эта позорная страница истории, наконец, перевернута окончательно. Сегодня справедливость о чести солдат-военнахов восстановлена. Празднование 70-летия Победы в этом году станет особенным для Нажмудина Абацаева. Жибек Садуакас, Султан Умаров. Новости.